Это телеканал Якутия-24, прямой эфир, программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов и Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Смотрите в программе. Ложная тревога. ФСБ по Якутии дала комментарий по поводу анонимных сообщений о якобы заложенных бомбах в зданиях Якутска. Сегодня были массовые эвакуации. Безопасность превыше всего. Установку пожарно-охранной сигнализации в многоквартирных деревянных домах обсуждали сегодня в мэрии Якутска. Шанс на исправление. Как в Ленске работает исправительный центр, что говорят осужденные, сотрудники и как к учреждению относятся местные жители. Студенты за безопасность на дорогах. ГИБДД Якутска проводят профилактические акции. Приключения итальянцев в Якутии. Экстремал Паоло Вентурини со своей командой завершил пребывание в республике. Бывших студентов не бывает. По России отмечают День студента. В центре Нерюнгри на улице Чурапчинская на пешеходном переходе водитель автомобиля Toyota сбил несовершеннолетнего. ДТП произошло сегодня днем. По предварительной информации, мальчик шел один из дома на тренировку. Родители в это время были на работе. После аварии мальчика привезли на диагностику в рентген-кабинет. Он в сознании, разговаривает. Водитель автомобиля установлен. Пока неизвестно, был ли он трезв, нарушал ли он скоростной режим. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Нерюнгринскому району. Как раз, чтобы таких случаев было как можно меньше, ГИБДД проводит различные профилактические мероприятия. К примеру, в Якутске организовали акцию под названием «Студенты за безопасность на дорогах». При этом участок дороги выбрали не случайно. По данным ГИБДД, именно на улице Кулаковского больше всего наездов происходит на пешеходов. Репортаж Александра Зубехина. Сегодня инспекторы ГИБДД вручали законопослушным пешеходам и водителям вот такие памятки и светоотражающие элементы для того, чтобы призвать участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения. На аварийных участках дороги у пешеходного перехода инспекторы и студенты отряда ДПС пристально следили за тем, как пешеходы переходят дорогу. Пешие участники дорожного движения, не убедившиеся в своей безопасности, получили памятки о правилах безопасного поведения на дороге. Мы советуем вам перейти дороги по определенным местам. Спасибо. Видимость на дорогах улучшилась, и некоторые водители забывают о коварном гололеде. Автомобили движутся быстрее, чем обычно. Уже с начала года на территории Якутии произошло 15 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Столкновение автомобиля с человеком приводит к наиболее тяжким последствиям. Заметить пешехода на дороге поможет фликер. Фликер, он предназначен для того, чтобы в темное время пешехода было очень хорошо видно. Значит, когда на пешехода, у которого есть световозвращатель, падает свет фар, свет этот отражается. Он почему и называется не светоотражатель, а световозвращатель. То есть свет возвращается туда, откуда светит. То есть водителю прямо светит в глаза. И пешехода видно издали. Участники акции призвали водителей соблюдать безопасную скорость в условиях гололеда, быть внимательными и осторожными на перекрестках и обязательно тормозить перед пешеходными переходами. Плакат и ароматизатор. Благодарствую. Спасибо за соблюдение правил. Надо уважать друг друга на дорогах. Самое главное, будет уважение и будет порядок. Очень полезны такие акции. Я люблю наши ГАИ. Согласно статистике, большинство наездов на людей происходит на регулируемых перекрестках улиц, когда разрешающий сигнал светофора загорается как для некоторых пешеходов, так и водителей. Внедрение нового ГОСТа должно снизить количество ДТП с участием пешеходов. Данный ГОСТ подразумевает разделение потоков движения транспортных средств и пешеходов. То есть на перекрестках, оборудованных светофорными объектами, при включении фазы пешеходный переход будут двигаться только пешеходы. Транспортные средства будут оставаться на месте. Введение такой системы на территории Якутска будет проводиться постепенно. Начнется уже в первом квартале и завершится до конца 2019 года. Александр Зубехин, Семен Семенов, Якутск.
Управление Федеральной службы безопасности Якутии дало официальный комментарий о минировании зданий в Якутске. Ведомство сообщило, что сегодня на электронные адреса объектов муниципальной власти, образования и здравоохранения республики поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Сейчас проверяются около 30 таких сообщений. Предварительно установлено, что они имеют идентичный текст и направлены методом рассылки на официальные электронные адреса учреждений. По мере необходимости информация будет предоставляться у ФСБ Якутии дополнительно. Ранее похожие сообщения о минировании получили объекты в других регионах. Массовые эвакуации проводили в Иркутске, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Бурятии. Сегодня на электронные адреса объектов муниципальной власти, образования и здравоохранения республики поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Предварительно установлено, что сообщение имеет идентичный текст и направлены методом рассылки на официальные электронные адреса учреждений. В настоящее время в Якутии проверяют около 30 сообщений о минировании социальных объектов и административных зданий. Вот из-за этих анонимных электронных сообщений о заложенных взрывных устройствах ряд медучреждений Якутска на некоторое время сегодня приостановил свою работу. Стало известно, что поликлиники и больницы сейчас работают в штатном режиме, кроме медицинского центра Якутска по улице Кальвице, 3. Это учреждение будет работать завтра по пятничному расписанию. О необходимости установки пожарно-охранной сигнализации в многоквартирных деревянных домах говорили сегодня на совещании в администрации города Якутска. Сколько зданий в этом нуждаются, на какие округа столицы обратят внимание прежде всего и сколько денег на это все необходимо. Дмитрий Тымыров расскажет подробнее. 876 многоквартирных деревянных домов на сегодня нуждается в установке пожарно-охранной сигнализации. В связи с участившимися случаями пожаров в деревянных многоквартирных домах это становится особенно актуальным. Те факты, которые произошли в конце прошлого года, в начале этого года, говорят, конечно, о том, что мы по этому вопросу должны принимать какие-то конкретные действия для обеспечения безопасности наших горожан. Из округов столицы самая большая потребность в установке систем пожарно-охранной сигнализации требуется в строительном округе. На сегодня там только 2 деревянных многоквартирных дома имеют систему противопожарной сигнализации. В строительном округе 352 деревянных дома, из них это квартала 2, 4, 17, в народе это 1, 17 квартал, 158 многоквартирных домов деревянного фонда жилого. Из них только в 2 домах установлены автономные пожарные охранные сигнализации. Они не выведены в ЕДДС, но все равно они хорошо эксплуатируются. Это так называемые пешалки. Специалисты службы эксплуатации городского хозяйства города Якутска посчитали примерную стоимость работ. Для установки систем пожарной сигнализации только в 4 округах столицы потребуется более 4,5 миллионов рублей. А в целом на реализацию проекта потребуется более 59 миллионов рублей. У нас стоимость установки систем централизованной пожарной охранной сигнализации на один подъезд централизованный, это с выводом на ЕДДС, составляет 38 тысяч. Стоимость установки систем автономной пожарной сигнализации 5 тысяч. И средняя цена по техническому ее обслуживанию 4000 рублей. Это пока не утвержденная стоимость работ. Дорожная карта для решения данной проблемы пока еще не определена. Мэр города на совещании дала задание руководителям округов до 10 февраля определить приоритетные виды работ на своих территориях, исходя из которого будет сформирована точная стоимость реализации дорожной карты. Жители 2 домов по адресу Якутская, 4А и Б решили не ждать установки пожарных сигнализаций мэрии. Они еще 7 лет тому назад установили в подъезде пожарную сигнализацию для своей же безопасности. И сейчас живут в спокойствии. И того же советуют другим. От себя лично устанавливайте в первую очередь. Так орет, что мертвого поднимет. Вот Юра, недавно же, у него там загорел, он забыл сковородку, дым пошел. Сухари, дым. И все у нас. Дверь, и тут у нас это так ревело, что мы все выскочили. Жители этих 2 домов говорят, что твоя жизнь в твоих руках, и никто тебя не будет оберегать, если ты не сам. Поэтому в будущем они хотят также установить в своем подъезде еще и домофон. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Владимир Павлов, Якутск. На реконструкцию аэропорта Чульман выделено 7 миллиардов рублей. Работы начнутся уже в текущем году. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Александр Тарасов. В аэропорту Чульмана, уточнил глава ведомства, построят современный аэровокзальный комплекс.
гостиницу, командно-диспетчерский пункт. Кроме того, приведут в порядок стоянки, ограждения, видеонаблюдение. Кроме Чульмана, в 2019 году начнут реконструкцию аэропортов Жиганска, Алекминска и Верхневилюйска. С 2017 года Федеральная служба исполнения наказаний России приступила к практике нового вида наказания – принудительной работы. В этом случае осужденные находятся в специальных учреждениях – исправительных центрах. Создан такой центр и в Ленске на базе ликвидированных исправительных колоний номер 8 и следственного изолятора номер 2. В центр прибыли первые осужденные. Они рассказали об условиях содержания и исправительных работах, на которые их направили. Сюжет нашего корреспондента в Ленске. Теперь на территории исправительной колонии номер 8 располагается исправительный центр. В социальном учреждении будут отбывать наказание осужденные к принудительным работам. Это осуждены по таким статьям, как неуплата средств на содержание детей, кража, мошенничество, присвоение и растрата, умышленное причинение легкого вреда здоровью, грабеж, завладение автомобилем без цели хищения и по другим статьям. Также в исправительный центр из колонии по решению суда будут направляться осужденные за тяжкие преступления, отбывшие 1/3 срока наказания. А неотбытая часть наказания в виде лишения свободы им заменится на принудительные работы. Если говорить об осужденных за совершение тяжкого преступления впервые, то это такие статьи, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное лишение свободы, разбой, вымогательство и другие. К нововведению очень скептически отнеслись жители города. Почему я плохо к этому отношусь? Потому что они же могут отрицательно влиять на нашу молодежь, создавать какие-то нехорошие группировки, даже, я бы сказала, банды. Вы представляете, найдется какой-то дядя, извините меня, который имеет за плечами вот этот негативный опыт, и он будет влиять на этих детей. Поэтому я отношусь к этому однозначно отрицательно. Тут тоже, на мой взгляд, кажется, должно зависеть от статьи. Если наказание действительно тяжелое, то, конечно, этому человеку лучше, как говорится, находиться в местах лишения свободы где-то. В общем, я за то, что те, кто тяжелые статьи, они, конечно, вор должен сидеть в тюрьме. Все осужденные к принудительным работам в соответствии с имеющейся квалификацией будут трудоустроены на предприятия и организации города. Уже заключены предварительные соглашения с управляющими компаниями, Ленинской оптово-торговой конторой, компанией «Алроса», строительной компанией «Арарат» и многими другими. В нашей организации было принято решение о трудоустройстве 5 человек в качестве пробного проекта. Посмотрим, как они будут работать, как вообще эта система, вся система функционирует, насколько это будет стабильно. В принципе, я думаю, что время покажет по вопросу их дальнейшего пребывания в нашей организации и использования труда данных граждан. В настоящее время в исправительный центр для отбывания наказания прибыли первые осужденные. Это 2 мужчин. Анатолий Васильев ранее отбывал наказание в исправительной колонии номер 8 особого режима. Несколько месяцев назад по решению суда наказание ему было изменено. Есть с чем сравнивать, скажу вам просто. Намного лучше все. Могут спокойно работать, спокойно передвигаться, жить в отличных даже условиях, чем в лагере. Зарабатывать деньги семье. За хорошее поведение, вот неделю отработал, и администрация рассматривает за хорошее поведение, на выходные отпускает домой. Сотрудники центра пока видят только положительные стороны в нововведении. Незакоренелые нарушители закона не изолируются от общества и остаются в привычной социальной среде, что впоследствии, после отбытия наказания, может служить гарантией того, что больше они не совершат противоправных действий. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске зарегистрирован 4301 случай заболевания ОРВИ и гриппом. Недельный эпидпорог был превышен на 62%. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Якутии. Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения составил 127. Напомним, что в школах Якутска и его пригородах объявлен карантин. Сейчас короткая пауза, 30 секунд. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Приключения итальянцев в Якутии экстремал Вентурини со своей командой завершил пребывание в республике якутским праздником. Студентов бывших не бывает. По России отмечают День студента.